прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Очередное повышение тарифов ЖКХ. Сейчас 4, зимой 8. Насколько вырастет платеж и какая строка добавится для казанцев, знает Анна Городнова. Автомобили на газу под вопросом. При установке газа или любых изменений зарегистрировать в органах ГИБДД это невозможно будет. Почему возникли разночтения в законе, знает Зарина Ахметова. Без права на газ. По какой причине пестричинцев отрезали от газоснабжения и почему они считают, что за долги соседа, узнавал Рамиль Шайдулин. И там копают. Вот данное место добычи недр является незаконным. Как предприятие из Пестричинского района нанесло ущерб в 70 миллионов рублей, выяснил Сергей Хайдаров. Коммуналка с сегодняшнего дня для россиян вырастет почти на 3%. Это уже второе повышение тарифов за год. В среднем стоимость коммунальных услуг для казанцев составит 77 рублей с квадратного метра. Появится еще одна новая строка за обслуживание систем вентиляции и дымоудаления. Раньше их проверяли за счет средств текущего ремонта. По изменениям в платежке прошлась Анна Городнова. Вот видите, она хорошо прилепилась. Раз воздух идет, хорошо. Поток воздуха в вентканале пенсионерка Нина Медведева проверяет сама ежедневно. Недавно заменила газовый котел. Проверки, говорит, в их хрущевке были нечастыми. В год раз придут, нет ли. Вот и то придут, валь, и все. С 1 июля обслуживание вентканалов и ремонт дымоходов для казанцев будет отдельной строкой в счет фактуре. В общей сложности прибавится по 85 копеек с квадратного метра. В столице больше 2000 домов с газовыми колонками. Тариф ввели после массовых случаев отравления угарным газом. Жители не поймут, если плата будет, а решения не будет. Наверное, не с первого дня, но еще раз проведите соответствующую работу, в том числе через управляющие компании, через старших по домов, разъяснительную работу, где, когда, в какие сроки эта работа будет сделана. В среднем стоимость коммунальных услуг для казанцев составит 77 рублей с квадратного метра. Добавился вывоз отходов почти 72 рубля с человека. Почти без изменений тариф на электроэнергию. А вот холодная вода подорожала сразу на 62 копейки за куб. Почти на 1,5 рубля. Канализация. Тариф на отопление тоже стал горячее. Прилично. За 8. За двухкомнатную. Вдвоем живем. 2 пенсионера. Сейчас 4. Зимой 8. Мы живем в Тетюшах. У нас в Тетюшах очень дорогая вода. Индексация тарифов раньше проходила один раз в год. Но в этом году из-за повышения НДС было принято решение проиндексировать их в 2 этапа. Сначала с 1 января на 1,7%, а с 1 июля они вырастут еще на 2,4%. Устанавливать же тариф за содержание дома – обязанность собственников, напомнили сегодня в исполкоме. Но только 2% из всех определились с цифрами. Поэтому для остальных действует тот тариф, который утвердил исполком. В каждом доме свои нюансы. Они, понятно, что не учтены, и поэтому вызывают у граждан вопросы. Где-то не хватает денег, где-то кажется, что лишнего начисляют люди. Но вот вместо того, чтобы обсуждать вот эту всю историю, необходимо, и еще раз говорю, это обязанность, прописанная законодательством, самостоятельно принять решение. Суммарно же за год коммуналка не должна подорожать больше, чем на 4,5%. Это предельный индекс, установленный правительством страны. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Сегодня Рустам Миниханов представил коллективу «Газпром Трансгаз Казань» нового руководителя. Им стал Рустем Усманов, бывший главный инженер и заместитель генерального директора «Газпром Трансгаз Уфа». Равкат Контюков, который с 1998 года возглавлял предприятие, займет должность советника нового гендиректора. В своем выступлении президент Татарстана поблагодарил Равката Контюкова за работу и наградил его орденом Дуслык за значительный вклад в развитие экономического и промышленного потенциала республики, активную общественную и благотворительную деятельность. Все наши крупные проекты, которые реализованы в нашей республике последние годы, это работа, слаженная работа системы «Газпрома» и республики. Без вот таких системных, мощных решений, конечно же, результаты экономики Татарстана, она бы была намного слабее.
Машины на газу больше не регистрируют. О проблеме заявили водители и владельцы сервисов по установке оборудования. По их словам, ГИБДД якобы не принимает документы. С 1 июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей. Почему появились разночтения и как будут решать проблему, выясняли наши корреспонденты. На сегодняшний день мы занимаемся пока только обслуживанием, ремонтом газового оборудования, так как законно зарегистрировать газовое оборудование на сегодняшний день нельзя. А потому уже почти месяц бизнес Дениса Савельева просто стоит. По его словам, ГИБДД ссылаются на постановление правительства России и не принимают документы на регистрацию авто, переделанного под газ. Есть такие трактовки, как что испытательная лаборатория должна быть аккредитована еще и как инспекция. На данный момент действующих лабораторий, которые аккредитованы как инспекции, в России не существует. По сути, сама процедура оформления изменений в конструкции авто упростилась и должна была стать госуслугой. Раньше водитель обращался в компанию по установке, затем испытательная лаборатория делала экспертизу. Дальше он шел в ГИБДД, где ему ставили отметку «возможно». С начала июня, по словам владельцев сервисов, процесс завис. Было добавлено, что ведь также необходимо иметь якобы орган инспекции. Этого органа инспекции нет у лаборатории, поэтому ГИБДД пока не принимает документы для регистрации ГБУ. Как быть бизнесу и водителям в такой ситуации? Проблему обсудили в торгово-промышленной палате за одним столом. И предприниматели, и директоры лаборатории, и представители «Газпром» газомоторное топливо. Дело в том, что по существующим на данный момент требованиям таких обязательств нет. Быть одновременно аккредитованным и как испытательной лаборатории, и как инспекционный орган. Участники круглого стола называют это разночтением постановления. За разъяснениями мы обратились в ГИБДД республики. Ответа пока не получили. Ясно одно – спрос есть. Только за прошлый год по программе субсидирования на газ перешли почти 1300 автомобилей. С начала этого года уже 650. В республике сейчас только на метане почти 6000 машин. Зарина Ахметова, Салават Мухаммадуллин, Анна Городнова, Андрей Сантальцев, ТНВ «Казань». Перерезали трубу. Не приготовить, не помыться. С такой жалобой к нам на телефон горячей линии обратились жители Пестрецов. Просили узнать, почему их внезапно отрезали от газоснабжения. Голубого топлива нет уже с пятницы. В чем причина? Ответ искал Рамиль Шайдуллин. Как не открывай комфорку, тщетно. Газа нет, как его не было и все выходные. Житель третьего дома по Осиновской Ильсур Гайнуддинов говорит, за 15 лет жизни в этом доме такое впервые. 4-й день сегодня. Чем питаетесь? Чай, да, хлеб. Вот они вот этот промежуток срезали. И этот стояк остался без газа. Ситуацию проясняет старшая по дому. В пятницу голубое топливо перекрыли работники газовой службы. Они утром рано, без никаких предупреждений, приехали, отрезали, и все. А люди бегают, газа нет, газа нет. Как жить без газа до сих пор хорошо помнят зеленодольцы. В октябре прошлого года они даже зимовали без тепла. Причина – строители сдали дом, но коммуникации к нему так никто и не подвел. Не решили вопросы с финансами. Но если в Зеленодольске все упиралось в банкротство застройщика, то в Пестрецах может в банкротство соседа. Из-за того, кто живет на втором этаже, считают жители, их и отрезали. Злостный неплательщик, из-за него наказали весь стояк. 4 семьи остались, 3 семьи без него остались без этого, без газа. Как сообщили жители, сейчас газовики работают вот в этой квартире. Здесь и правда изредка доносятся звуки то ли дрели, то ли перфоратора, но что именно здесь сейчас... Здрасте, хотели у вас интервью взять. Нельзя. Давайте хотя бы посмотрим, что... Нет, мы дырявим сейчас стену, чтобы перемонтаж сделать. Работающая сварка, свежие отверстия на стенах. Совпадение или нет, но к приезду нашей съемочной группы в квартиры подключают газ. Газ будет сегодня? Газ? Газ появится? Да. Будет, да? Да, вот сейчас наверху варим, и здесь заварим все. Так что же это было? Отключение из-за должника или газ отрезали на время ремонта? Мы направили запрос в «Газпром Трансгаз Казань». И пока там готовили ответ, жители сообщили, газовики поменяли стояк и трубы. Спустя 3 дня газоснабжение восстановлено. Рамиль Шайдуллин, Андрей Сантальцев, ТНВ, Пестричинский район.
Сначала квартира, потом деньги. С 1 июля на рынке долевого строительства меняются правила работы. Теперь привлечение денежных средств граждан допускается только с использованием эскроу-счетов. О ситуации по переходу застройщиков республики на новую схему работы говорили на совещании в Казани. По данным Минстроя, в Татарстане в соответствии с федеральным законом уже работают 87 застройщиков. Ведется строительство 230 домов. Деятельность по проектному финансированию с использованием счетов эскроу могут осуществлять 18 банков. 10 из них уже приступили к работе. Рустам Миниханов отметил, что регламент взаимодействия банков с застройщиками нужно проработать. Все участники рынка объединены в единый мессенджер. Здесь более 200 участников, в котором создана возможность оперативно обмениваться нормативными правовыми актами, экспертными мнениями и возникающими вопросами. И сегодня же Рустам Миниханов провел очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительства в исторических поселениях. В ходе встречи состоялась презентация концепции развития Казани. Ее разработка была инициирована Рустамом Минихановым в апреле. Тогда президент Татарстана заявил, что для дальнейшего развития столицы необходим регламент. Он будет регулировать развитие территорий и сохранение исторического наследия во всех аспектах урбанизации современного города. Дальнейшая судьба Миргасовского дома в Казани пока неизвестна, но без присмотра его не оставляют. Об этом сегодня рассказали в исполкоме Казани. В начале мая двери и окна начали заваривать и зашивать фанеры, чтобы не заходили посторонние. Однако после расселения жильцов в аварийное здание зачастили вандалы. А в июне здесь произошел пожар. Как пояснил журналистам замруководителя исполкома Казани Искандер Гинеятуллин, в городе 12 аварийных домов, которые являются объектами культурного и исторического наследия. Вопрос их восстановления поднимали на самых разных уровнях, но пока никакое решение не принято. Что касается Миргасовского дома, раз в 3 дня сюда выходят сотрудники жилищных организаций и восстанавливают отодранные куски железа, которыми защищены проемы и окна. Вопрос надо задавать тому, кто туда ходит. Не потому, что там можно. Вот мне даже если бы можно было, я бы туда не пошел. Я уверен и надеюсь, что и вы все точно так же не полезете, не будете там ничего кромсать. Вопрос в том, что туда кто-то лезет даже при наличии этого ограждения. Копали не там, где нужно, причем на протяжении 6 лет. В итоге причинили ущерб более чем на 70 миллионов рублей. Сегодня экологи проверяли известняковый карьер в Пестричинском районе. Выяснилось, что выкопан он был совсем не там, где положено. Кому это грозит уголовным делом, разбирался Сергей Хайдаров. Добыча недр является незаконным, потому что по условиям лицензии месторождение Надеждинское расположено в 200-300 метрах. По бумагам месторождение должно быть там, но копают почему-то здесь. Именно этот карьер привлек внимание экологической инспекции. Сейчас работы здесь прекращены, а предприятие «Акрополь», по словам экологов, больше не имеет лицензии на добычу в карьере. Почему они здесь выкапывали, а не там, где положено? Здесь согласно опросам, пока это руководство этой организации сама даже ответить не может, ведется разбирательство. Оказавшись здесь, в самом центре этого карьера, просто поражаешься от его масштабов. Как нам удалось выяснить, предприятие, работая здесь, только за 1 год вывозило отсюда больше 25 тысяч кубических метров недр земли. В основном их интересовала щебенка и известняк. И за 6 лет работы они нанесли ущерб больше 70 миллионов рублей. Данная организация привлечена в настоящее время к ответственности. В деяниях данного юридического лица предусматривается незаконная предпринимательская деятельность и кража. Мы проехали чуть дальше карьеры и увидели вот эту вот дробилку, на которой в данный момент времени абсолютно никто не работает, лишь только можно услышать радио. Давайте проверим, находится ли здесь кто-нибудь. Эта дробилка, судя по всему, принадлежит предприятию, которому сейчас у экологов много вопросов. Пройдя чуть дальше, нашли и работников. А что стряслось? Да ничего не стряслось, просто работать не хотим. Нет. А нет, давно так стоит, что ли? Блин, что не... с этой недели. А какая организация, скажите, пожалуйста? Понятия. Откуда вы? То, что дробилка не работает, по телефону нам подтвердил и ответственный участка. Может любое предприятие, кто хочет привести, то есть в любом случае, вне зависимости от того, одно предприятие, два предприятия. Но в данный момент он не работает, да? Он не рабочий, да. Пока мы общались, к воротам подъехал КАМАЗ, но увидев съемочную группу, водитель развернул машину обратно. На руководство Акрополя нам выйти так и не удалось. Сейчас этим делом будут заниматься полицейские и прокуроры. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Пестричинский район. Кладбище снесенных домов. Обломки 190 аварийных зданий Зеленодольска свалили в черте города. Насколько это законно, читайте в интернет-газете «Реальное время». Это новости Татарстана и далее в выпуске.
сундуки, мельницы, колодцы, все своими руками. Нужно или можно делать тележку. С мастером народных промыслов пообщалась Юлия Муратова. 700 туристов в день. Это детский концерт. Сейчас кадр международная выставка рисунка. Восстановление храма всех религий продолжается, а его новой жизни расскажет Вероника Гайнудинова. В Татарстане заготовлено 470 тысяч тонн кормовых единиц. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Заготовлено 250 тысяч тонн сена и чуть более миллиона тонн сенажа. Марат Ахметов обозначил и проблему – гибель озимых почти 40% от посеянного. Сейчас на федеральном уровне решается вопрос о возмещении ущерба. Минсельхоз России нами отправлен на экспертизу документа на возмещение ущерба. Расчетная сумма составляет 1,6 миллиарда рублей. В настоящее время проверка документов в Минсельхозе России завершена, и мы надеемся получить определенную сумму, конечно, финансовой поддержки. Но отношение районов к элементарному оформлению документов было очень разное. Страницам истории новое дыхание. Сегодня Рустам Миниханов посетил дом татарской книги с мемориальной квартирой классика татарской литературы Шарифа Камала. Это двухэтажный дом 19 века, где писатель жил с 1928 по 1942 год. Здесь были написаны его величайшие произведения. 3 года назад начались ремонтно-восстановительные работы, и он открылся уже как дом татарской книги. Теперь здесь хранятся рукописи и печатные книги разных эпох. Президент заметил, место будет интересным для гостей республики. Профессиональная авторитетная команда, которая стоит на защите интересов органов, власти и граждан. Так председатель Госсовета Татарстана оценил результаты работы Счетной палаты республики. Сегодня исполнилось 15 лет со дня образования органа внешнего госконтроля. Фарид Мухаммедшин поздравил коллектив ведомства, вручил благодарственные письма и наградил сотрудников медалями за доблестный труд. 1 июля в России традиционно ознаменуется множеством изменений. Вступают в силу новые законы и правила в законодательстве. В этом году они коснутся пенсий, пособий, ипотеки и продажи некоторых товаров. Подробности в нашем обзоре. С 1 июля выплата неработающим родителям, усыновителям или опекунам ребенка-инвалида увеличивается с 5,5 до 10 тысяч рублей в месяц. Право на выплату имеет только один из родителей, при условии, что мама или папа нигде не работает и все время занимается ребенком. С этого месяца начинает действовать специальная пенсионная льгота. Те, кто по старому законодательству должны были выйти на пенсию в этом или следующем году, могут это сделать на полгода раньше нового пенсионного возраста. Это женщины 1964 и 65 годов рождения и мужчины 59 и 60 годов. Напомним, с этого года в России поэтапно будет повышаться пенсионный возраст. Для женщин 60, для мужчин 65 лет. Теперь в случае трудных жизненных ситуаций граждане смогут полгода либо вообще не платить ипотеку, либо уменьшить платеж на это время. Вступает в силу закон об ипотечных каникулах. Под трудными жизненными ситуациями подразумевается безработица, инвалидность, болезнь или снижение дохода. Процентная ставка по кредитному договору не сможет быть выше 365 годовых. Вступает в силу закон, который ограничивает процентную ставку по займам и кредитам 1% в день. Гостиницы, где больше 50 номеров, теперь не смогут работать без сертификата категории звездности. Их будет 6. От 1 до 5 звезд, а также статус без звезд. Оценкой займутся уполномоченные организации. При классификации будет учитываться все. Это и площадь номеров, состояние мебели и постельного белья, а также качество питания и работы персонала. Вся новая обувь из России и зарубежья будет продаваться специальной маркой. В ней укажут информацию о бренде, размере обуви и материале. Можно будет проследить весь путь от производителя к потребителю. Это призвано устранить контрафакт и повысить качество продукции. Отличить молочную продукцию от товаров с заменителем станет проще. Молочные и молокосодержащие продукты будут продаваться на отдельных витринах. Появятся и специальные таблички, например, продукты без заменителя молочного жира и наоборот. Дмитрий Айренин, ТНВ. Маршрут без препятствий. В Казани запустили бесплатное социальное такси «Юнит» для людей с ограниченными возможностями. Сегодня состоялась презентация проекта. Служба такси предоставляет инвалидам специализированный транспорт для поездки на массовые мероприятия. Услугой могут воспользоваться некоммерческие организации. Для этого необходимо за 3 дня до поездки оформить заявку в приложении и оставить контактную информацию. Напомним, проект получил президентский грант, став лауреатом Всероссийского конкурса Фонда по развитию гражданского общества. Допустим, они решили провести какое-то мероприятие или праздник для людей с инвалидностью и сталкиваются с проблемой, как их туда доставить. В этом случае они звонят нам, мы приезжаем на автобусе, собираем группу
и везем их на этот праздник и обратно. Пока многодетные семьи России ждут, когда выданные им земельные участки снабдят необходимой инфраструктурой, татарстанцы решили взять часть благоустройства в свои руки. Так, в поселке Подсолнухи на бывшем пустыре появились турники и футбольные ворота. Со временем на площадке хотят установить качели и аттракционы, чтобы детям было где играть в свободное от учебы время. Об инициативных и активных Зарина Ахметова. Зеленое поле и несколько небольших домиков. Эти земельные участки многодетные семьи получили по закону, который в 2011 году подписал Дмитрий Медведев. Пока родители и дети ждут, когда у них появится вся необходимая инфраструктура, в Подсолнухах решили не сидеть без дела. Еще неделю назад здесь был заросший бурьяном пустырь. Теперь небольшой спорткомплекс. Появилась возможность изготовить. У нас есть люди, которые сделали это на своих предприятиях. Мы, естественно, скидывались, за свой счет все делали. Почистили площадку, скосили траву ненужную, убрали ее. Яркие брусья, турники, футбольные ворота и даже разноцветная велопарковка. Теперь в поселке появилось место, где дети смогут собираться и проводить вместе свободное время. Взрослые уверены, скучно им точно не будет. Такие металлические брусья. Здесь можно заниматься активно, качать свое физическое состояние, готовить. Я думаю, детям будет это все интересно. Площадка для игр уже почти готова. Остались финальные штрихи. Повесить на ворота сетку, а территорию для стритбола залить бетоном. Ведь чем ждать? Лучше что-то начать делать и самим. Зарина Ахметова, Валерий Новожилов, Анис Ихсанов, ТНВ, Тукаевский район. Он тоже никогда не сидел сложа руки. Сундуки, мельницы, колодцы – все только сам. Пенсионер из Балтасинского района – настоящий мастер народных промыслов. В его коллекции сотни работ из дерева и бумаги, а дачный участок больше напоминает уютный уголок старой татарской деревни. Секретами мастерства сельчанин поделился и с Юлией Муратовой. Ветряная мельница. Вот эти все сделаны моими руками. Шкатулки, скворечники, колодцы, мельницы, каждая деталь вручную. Говорит, талант от отца. Своим руками пенсионер Гусман Хасаншин сделал уже несколько сотен изделий из дерева. Свой дачный участок превратил в настоящий уголок старо-татарской деревни. Вот конь есть. Нужно или можно делать тележку. Сани, лошадь, тележка. Он не просто создает экспозицию. Здесь все дышит атмосферой 19 века. За столом чай из самовара, а мельница не только атрибут деревенского интерьера. В ней настоящее молотое зерно. Вот эти уголки. Вот сюда. Такие деревянные сундуки с орнаментом сельчанин готовит для детсадов. За свою жизнь сделал их не менее 500. В подарок знакомым, близким и просто желающим. На уроках труда дает мастер-классы, а дома создает шедевры вместе с внучкой. Я им очень горжусь. Он очень старательный. Например, стол. Мы это делали, когда мне было 11 лет. Мы его делали из дерева. Это называется книжка-шкатулка. Здесь можно хранить любые вещи. Дома целая мастерская. Здесь можно найти все от бумажных открыток до предметов мебели. Дерево не основной материал мастера. В его коллекции шкатулки из обычной газеты и пленки, но с особым креативом. Некоторые из целой мозаики семейных фотографий. Изготовить такую бумажную вазу здесь можно буквально за 2 дня. На вид небольшая, но в ней 1500 модулей. В каждом цветке не менее сотни. Изготовить простой элемент может буквально любой 5-летний ребенок. Так, упорядочивая и скрепляя модули, можно изготовить любой узор. Многие работы мастера уже переданы местным музеям и отмечены призовыми местами на всероссийских конкурсах. Юлия Муратова, Ринат Сафин, ТНВ, Балтасинский район. 228-й театральный сезон в Качаловском завершили «Женитьбой Фигаро». За год на сцене Русского драмтеатра было сыграно 363 спектакля. Это больше, чем в прошлом году. Об итогах сезона сегодня художественный руководитель театра Александр Славутский рассказал журналистам. Ознаменовался сезон и премьерами. Одну из них «Лес» представили публике в ноябре прошлого года. Запомнится прошедший сезон еще и 2 масштабными событиями. Первым Качаловским фестивалем и международным театральным фестивалем Европа, Россия, Азия. Кроме того, в феврале в Качаловском открыли музей. Загадочные истории или возвращение картин. Сегодня в храме всех религий открылась новая выставка. Но, как уверяют, у нее не совсем обычная история. Сейчас во Всеселенский храм в Казани ежедневно посещают 700 гостей в день, а по выходным до 1500. Необычный музей посетила и Вероника Гайнудинова.
Эта выставка почти мистическая. История картин таинственна. Их нашли здесь же, в храме всех религий. Казанский художник Ревкат Каримулин когда-то оставил их другу Ильдару Ханову. И только сейчас картины нашлись. Сегодня для них открыли целую галерею в храме. Извлечение само название. Кто-то играет на инструменте, кто-то им аккомпанирует, кто-то. А художник решил, что человек извлекает музыку. Искусствоведы говорят, чтобы понять глубину картины, смотреть нужно на расстоянии. Силуэты размытые, чтобы их увидеть, надо от них отойти. Это экспрессионизм, то есть это моментальное чувственное отображение его эмоций. Мозаика, иконы, камни – все ручной работы. Их делают прямо в храме. Он архитектурный символ всех религий и их музей. Дзен-буддизм, дао, католицизм, православие, ислам. Всего 16 религий. Есть залы даже истории майя. Можно увидеть и стерегущих храм сфинксов. Помимо этого, постоянные выставки и мероприятия. Концерты, детские концерты. Сейчас Хадер, международная выставка рисунка Академии художеств со всего мира. Дело действительно красиво и интересно. Спасибо вам большое. Только за день здесь бывают 700 гостей. В выходные праздники до 1500 приезжают из разных уголков страны. В Инстаграме увидели, и нас привлекло очень красивое место. Ярко, необычно. Вот именно в таком месте мы впервые. Можно сразу посмотреть элементы всех культур, не разделяясь по разным местам, по разным частям города. Восстановление храма всех религий продолжается, улучшается инфраструктура. Только этой весной к храму подвели дорогу и сделали парковку на 20 машиномест. Храм всех религий привлекает туристов и своим необычным внешним видом. Отсюда открывается и красивая панорама на Волгу. Напомним, что добраться сюда можно и на автобусе. Вероника Гайнудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112», а сейчас прогноз погоды. До свидания. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Подписали 3 новичков и провели контрольный матч. Футболисты «Рубина» продолжают подготовку к новому сезону российской премьер-лиги. Состав казанцев пополнили 2 игрока из Оренбурга. Это 26-летний хорватский защитник Селвин Бегич и 25-летний нападающий Алексей Сутармин. До этого клуб объявил о подписании грузинского полузащитника Зурико Давиташвили. Но выиграть контрольный поединок у Нижнего Новгорода не удалось. На клубной базе «Рубин» пропустил мяч на последних минутах и проиграл со счетом 0-1. Последняя домашняя игра подготовительных матчей состоится в Казани 5 июля против Тамбова. Ну, есть, конечно, чуть недопонимание. Опять же, я говорю, что я думаю, что адаптация пройдет как можно быстрее. Вот, и, в принципе, футболисты все играющие. На теннисном корте «Пляжный песок» в Казанской академии тенниса завершился традиционный турнир по летнему виду спорта. Всемирный гран-при собрал более 100 участников из 15 стран. Это топовые пляжные игроки, среди которых действующие чемпионы мира. Пляжный теннис – относительно новый вид спорта. Впервые игры на песке со специальными пластиковыми ракетками провели в Италии 40 лет назад. С тех пор игроки съезжаются на чемпионаты Европы, мира, а в планах попаданий в программу Олимпийских игр. Относительно близкие страны к нам, как Латвия, Франция, Германия, но в то же время здесь можно встретить представителей как Бразилии, Арубы, Чили. Собственно, география довольно обширна. Представительница Республики Татарстан Евгения Косецкая стала бронзовым призером соревнований по бадминтону. Турнир в рамках 2-х европейских игр прошел в Минске. На пути к полуфиналу казанская спортсменка успешно преодолела групповой этап, переиграв бадминтонисток Бельгии, Кипра и Белоруссии. На этапе плей-офф Косецкая одержала верх над представительницами Хорватии и Германии, но в полуфинальном матче уступила представительнице Дании Мии Билчвелд. Отметим, что данный турнир по статусу приравен к чемпионату Европы по бадминтону. Также бронзовые медали соревнований российские бадминтонисты завоевали в мужском и женском парном разрядах. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Второй летний месяц вступил в свои права, однако погода не балует нас жарой и теплом, особенно прохладно в ночные часы. Более подробнее после небольшой информации. Данил Мастер – новая акция. Не пропустите! Только в июле при заказе кухонного гарнитура обеденный стол в подарок. Подробности уточняйте по телефону 2 167 166 или на сайте danil-master.rf.
По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево ожидается переменная облачность и 20 градусов выше нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге синоптики осадков не обещают, плюс 22. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске от 19 до 23 градусов выше нуля, местами дождь. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре-Балтаси облачная погода с прояснениями, плюс 22. Для юго-запада 2 июля будет теплым и сухим, дневная температура плюс 23. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше осадки не ожидаются, плюс 22. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Спина болит, еле хожу, снова направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» передовая технология лечения вместо операции. Уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит. Возвращается легкость движений. В Казани переменная облачность, без осадков 22-24 градуса. Ветер юго-западный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы, влажность воздуха 53%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.